каждый член нашей небольшой команды — это, ну, уникум по своей сути, да. Парк всегда живет насыщенной жизнью. Что вот исторический парк, он действительно нашел свою нишу. От руководителя же очень много зависит. Раньше я музей не очень любил. Вы внучатый племянник Аммат Чигия, нашего народного писателя. Не было вот этого груза ответственности, да, что такие большие, великие имена. Ну, да, это накладывает, конечно, определенную ответственность, потому что часто ты слышишь, вот это внук Мординова, да, и всегда говорил, что вот, ну, условно, нужно много учиться, нужно много трудиться, чтобы чего-то добиться. Дмитрий Соловьев, директор музейного комплекса «Моя история», исполнительный директор отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия, кандидат экономических наук. С 1990 года начал трудовую деятельность в качестве старшего лаборанта в Институте биологии Сибирского отделения Российской академии наук. Научную деятельность впоследствии сменил на управленческую работу на разных должностях в федеральных и республиканских структурах. Награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации и другими наградами федеральных и республиканских ведомств. Внук первого ректора ЯГУ Аксентия Мординова и внучатый племянник народного писателя Якутии Николая Мординова Аммат Чигия. Дмитрий Иванович, добрый день. Здравствуйте. Под вашим руководством исторический парк очень громко заявил о себе. Вы входите в число лучших музеев, да, и по России тоже в десятке лучших, да, насколько мне известно, 20 исторических парков по России. 26. 26, да. Парк всегда живет насыщенной жизнью. И столько креатива, квесты, интегрируете туда и кинематограф, лекторий, да, прекрасный проект тоже был, мультимедийные выставки. Как вам все это удается? Как вы собрали такую команду? И сложно ли управлять творчеством и в то же время наукой? Ну, если говорить о команде, конечно, я в первую очередь должен быть ей благодарен, потому что без команды вот такую обширную деятельность очень трудно реализовать. Понятно, что каждый член нашей небольшой команды — это, ну, уникум по своей сути, да, это маленький алмаз в нашей короне. Вот. И удивительное такое, может быть, даже наблюдение, что вот за 7 лет работы нашей, а мы открылись 19 октября 2017 года, практически 60% коллектива — это вот сотрудники, которые были в первом наборе. Вот. То есть до сих пор работают, то есть эта работа им интересна, они вот не потеряли интерес, вот бывает же такое, да, как бы какой-то кризис там творческий и так далее, да, ну, может быть, какие-то мини что-то такое бывает, но в целом, да, вот, во-первых, им комфортно реализовывать свои творческие идеи, проекты, вот, наверное, я надеюсь, ну, и в целом коллектив такой у нас сложился очень друг к другу доброжелательное, значит, отношение внутри, да, мы ценим вот нашу общность, да, проводим какие-то и внутренние мероприятия такие душевные, вот, ну, то есть, и вот те возможности реализации этих творческих инициатив, они, наверное, тоже подпитывают самих сотрудников, когда они видят результат своей работы. Вот те условия, которые для нас созданы, а мы созданы, ну, собственно, по решению правительства, понятно, да, республики, и такие средства немало выделены были в 2016-2017 годах на строительство, на все наполнение, да, ну, при помощи «Газпрома» в том числе. Вот это дает возможность, вот как инструмент реализации этих идей. Да? И в нашем регионе я, ну, с гордостью могу, наверное, отметить, да, что вот исторический парк, он действительно нашел свою нишу. Вот, он виден, его знают, в него ходят, хотят с нами сотрудничать. Да? Вот много людей к нам приходят с проектами своими тоже. От руководителя же очень много зависит. Как вы работаете с командой? Вот слышала то, что вы даже слушаете лекции, заходите во все мероприятия, посещаете. Ну, по мере возможности, конечно, руководитель должен понимать, значит, ну, всю, как говорится, изнанку дела, да? Ну, всю сущность того дела, которым он, собственно, руководит. Поэтому, несмотря на ту, ну, порой загруженность, конечно, когда есть возможность, я всегда с коллегами нахожу время для общения, и мы совместно обсуждаем какие-то проекты.
особенно, допустим, значит, ну, допустим, выставочные проекты, да, которые имеют большое значение, вот, через которые проходит очень много наших молодых людей, наших школьников, да, мы, конечно, вот это все очень внимательно смотрим. Вот. Ну и те мероприятия, которые, в принципе, у нас проходят, мы на наших маленьких коллоквиумах, так называемых, да, я просто помню такое слово еще со студенческой скамьи, вот, летучках, мы обсуждаем и принимаем решения, что-то дополняем, что-то, может быть, исключаем. Вот, смотрим, конечно, содержательную часть. В исторический парк очень часто стали ходить молодежь, студенты. Это место стало модным, можно сказать, да, потому как действительно мероприятия соответствующие проводите. Изучаете свою целевую аудиторию, понимаете, что им нужно, да, выстраиваете какие-то гипотезы, возможно, да? Социальные опросы? Социальных опросов мы не проводим, поскольку у нас ну, на это особо нет средств. Ну, мы задумывались об этом, честно говоря, неоднократно. И какие-то маркетинговые вещи мы ну, опробируем, скажем, сами приходим к чему-то. Да? Вот. А так у нас вот есть билетная система, через которую мы анализируем поток посетителей. Вот. Ну и наши, значит, социальные сети тоже отзывы. Обратная связь. Да, обратная связь идет. И, в принципе, мы знаем, что мы делаем, для кого мы делаем. Вот. И если бы, конечно, вот получить эти, скажем, данные социологического исследования, они бы нам, конечно, понадобились. Но пока мы до этого не дошли, честно скажу. Вот. Наверное, в силу того, что мы, как нам кажется, знаем нашу целевую аудиторию, и считаем, что мы с ней ну, довольно активно работаем, взаимодействуем. Вот. Всего посетителей у нас за 7 лет нашей работы уже 500 000. Когда я стал уже представителем музейного дела, да, ну, так судьба сложилась, естественно, я сразу начал вот погружаться в эту тему. Да, и вообще благодарен и своим коллегам вот, из Национального художественного музея, из музея Ярославского и муниципальных музеев. Вот, допустим, музей Уткина, да, это совершенно великолепный музей. Вот, и ряд других, и Покровский музей Ксенофонтова. Вот. И самое главное, что я вынес, да, что вот музеи действительно являются вот такой хранителями истории, да, исторической памяти, и что это важнейший инструмент вот, ну, в таком в мировоззренческом, что ли, воспитании нашего молодого поколения. И это огромный ресурс, который можно, вот, если грамотно использовать, да, он может заиграть ну, просто какими-то невероятными гранями. Вот. Ну, работать в музее, наверное, одно удовольствие, поскольку это всегда новые открытия, новые знания, новые люди, интересные, увлеченные историей Якутии. Что вы для себя открыли нового? Ну, во-первых, я открыл для себя собственное явление музеев, да, вот, о котором я только что сказал, как важнейший институт вообще и культуры, и вообще социальной сферы, и общественный такой фактор, да, вот, познания, да, истории, себя, по сути, да, вот, своей страны. Вот. Но если говорить чисто о себе, вот, допустим, что я мог такого интересные какие-то факты, да, ну, вот, сталкиваешься с разными проектами, да, допустим, когда делаешь такие проекты, как современная история Якутии, там, да, или ну, другие крупные выставки, ты погружаешься в материал и я, допустим, раньше ну, слышал вот, значит, события на Сысыл-Сысы, допустим, да, Сагыл-Сыгы, да, вот, в Амге. Вот. Ну, было и было, да, как бы, вот, гражданская война, понятно. Но я для себя вот с удивлением как бы потом понял и действительно потом разговаривал со специалистами из других регионов. Вот это как событие, допустим, последнее событие крупной гражданской войны в нашей стране, оно как бы малоизвестное, оказывается, да?
Вот. Потом, ну и вся история с этим связана, да, она довольно интересная. И вот когда встретились Подобкин, Строда и Пепеляева, да, вот это, ну все, вот такая история, это вот, она как бы захватывает тоже, да, все, ну, предысторию вы знаете. Вот. Или, допустим, история, связанная с Первой мировой войной, участием якутян в Первой мировой войне. Ну, тоже знал, что якутяне участвовали в Первой мировой войне, это в первую очередь ямщики, там, вот, значит, но я узнал о том, что порядка 50 инородцев, то есть наших представителей народа Саха, да, вот, за 3-9 земель поехали добровольцами вот, сражаться на полях Первой мировой войны. Да? А всего было порядка около 1000 человек, 800 поименно установлено. Да? И мне просто вот посчастливилось вот, узнать этих людей, которые по своей собственной инициативе проводят огромную работу. Это наши общественники, краеведы, библиотекари, изучают вот эту историю, да, восстанавливают имена. И мы вот благодаря этому издали книгу об участии якутян в Первой мировой войне. Я считаю, что это, вот, ну, это очень важно, что я в этом принимал участие. Это вот такие факты, истории, когда они вот восстанавливаются, а потом же идет работа, значит, ну, мемориальная работа, да, увековечение памяти, да, это передается, это внуки, потомки, значит, гордятся своими предками, это же здорово. Вы из очень известной семьи, все мы знаем легендарного вашего деда, это первого ректора Якутского университета, основателя, человека, который положил руку, да, Авсентия Егоровича Мординова. Ваша мама, преподаватель Галина Авсентьевна, тоже очень много работы ведет по увековечиванию, очень много взрастила поколение филологов. Вы внучатый племянник Амат Чигия, нашего народного писателя. Как вы думаете, вот такой сильный род, вы потомок такого сильного рода, таких великих людей, людей, которые оставили свой след в истории, как вы думаете, что вы унаследовали у этих людей? Какие качества? Для меня, в общем-то, как и для моих братьев, сестер, были всегда вот таким нравственным, духовным мерилом, ориентиром, что ли, в их жизни. И вот и это мы, ну, это чувствуем до сих пор. И, конечно, стремимся быть такими же, как они. Вот. Можно, как говорится, бесконечно стремиться, ну, может быть, таким не стать, да, как, допустим, мой дед, да, который ну, был действительно очень таким яркой личностью, да, очень много работал и действительно много привнес в создание. Он, собственно, и был организатором Якутского университета. Понятно, что не на пустом месте, на базе Якутского педагогического института, но вот направление, значит, обучения студентов, значит, обеспечение студентов всем необходимым, да, вплоть до одежды в то сложное время. Вот, стипендия, значит, вот, что она должна иметь, ну, размер, соответствующий вот, северным условиям и так далее. Да? Вот, та архитектура нашего головного здания, главного учебного корпуса, тоже вот эти вот колонны, это, собственно, его идея. Вот, это приглашение специалистов из разных уголков нашей страны для того, чтобы они, вот, собственно, воспитали вот это поколение тех людей, которое двигало бы вперед Якутию. Да, и это направление вот, значит, программы вот, обучения, это вот его тоже, собственно, детище. Поэтому, ну, а он по натуре-то был очень, очень скромным человеком, очень нетребовательным к каким-то материальным вещам. Вот. Может быть, в какой-то мере это и передалось. Вот. Он, то, что меня вот до сих пор в нем я очень ценю и вот тоже стараюсь как-то соответствовать это. Он никогда ну, практически не повышал голос. Я не слышал, чтобы он на кого-то мог повысить голос. Он очень спокойно всегда разговаривал. Вот. Обладал прекрасным чувством юмора. Вот. Ну и огромным трудолюбием. То есть, ну, люди того поколения, мы сами знаем, это совершенно другие люди, наверное, да?
вот, которые очень много работали для того, чтобы, ну, как-то Строить состояться, это да, всё. и вот, по сути, они творили, вот, они ни минуты свободной не тратили, чтобы вот просто сидеть, скажем, и щелкать семечки, да, такого вот я просто не припомню. Вот, это всегда какое-то занятие, это всегда какое-то конкретное дело. Вот. Не только основная работа, как профессор, да, университета, он длительное время заведовал кафедрой, но еще он был журналистом, он, значит, много писал в газетах, он выступал на различных конференциях. Ну, в принципе, как человек науки, как человек общественный деятель, он, конечно, вот, был востребован. А вот среди потомков вас не сравнивали с ними, не требовали от вас слишком? Не было вот этого груза ответственности, да, что такие большие, великие имена... Ну, да, это накладывает, конечно, определенную ответственность, потому что часто ты слышишь, вот это внук Мординова, да, вот, и, соответственно, ты должен как-то, ну, подобающим образом себя вести и, в общем, быть как бы тоже не, чтобы не посрамить честь, так сказать, да? Соответствует имени. Да, вот, это есть. Но я вот горжусь, и мне, конечно, по-человечески льстит, когда о моем деде, а о нем практически все отзываются очень позитивно. Вот. Те, кто общались с ним, конечно, это поколение, оно постепенно уходит, но они, вот когда мы разговариваем, они просто в таких очень восторженных реляциях отзываются о моем деде. Вот, о том, что, и часто слышу о том, что вот он что-то сделал, скажем, да, чем-то помог. Да. Вот, не без этого. Ну, вот. Но он был депутатом 3 созывов нашего Верховного Совета. И сохранились папки, где ему очень много людей пишут, что-то просят, ну и он, соответственно, чем мог, помогал. Вот, тоже обычным людям. Вот в воспоминаниях все это есть, да, был очень отзывчивый человек, который легко мог общаться с каждым человеком на равных, выслушать каждого человека. Да, и об этом тоже воспоминания и у Галины Арсентьевны очень много есть. Да. А какой ценный урок вы получили от своих предков? Возможно, что-то, вот, какое-то слово, какое-то наставление вам сказали, возможно, которое стало вам ориентиром, да, последующим? Ну, в общем-то, это довольно такие обычные вещи, можно сказать, даже прописные истины. Дед всегда хотел, чтобы я хорошо учился. Вот. И всегда говорил, что вот, ну, условно, нужно много учиться, нужно много трудиться, чтобы чего-то добиться. Да? Ну и вот, собственно, вот я старался, насколько в силах был, да, учиться и трудиться. Наверное, вот это. Он никогда не делал каких-то дорогих подарков. Да? То есть он очень скромный человек, и от нас тоже, ну, ожидал того, что мы будем себя вести довольно-таки сдержанно и скромно. Да? Вот. Был такой случай, допустим, что я как-то, ну, у всех велосипеды, там, ну, тоже по мере возможности, да, тоже очень хотелось велосипед, и это было осенью, и я попросил все-таки, ну, говорю, мам, вот я хочу велосипед. Она говорит, ну, у меня денег нет, это 100 рублей стоит этот салют, значит, ну, говорит, ну, сходи к деду, попроси, вдруг он даст тебе эти деньги, ну, купит велосипед. Я прихожу, он говорит, ну, а как ты учишься? Я говорю, ну, так-то, так-то. Ну, вот, говорит, учебный год начинается, вот, значит, давай хорошо учись, вот без троек закончишь, я тебе куплю велосипед. Мотивация. Да, мотивация. То есть я вот целый год, я ходил, ждал вот этот... ну, естественно, я предпринимал усилия для того, чтобы вот у меня все были четверки, и после того, как вот в мае, примерно вот в эти дни, я пришел к нему и сказал, что он, вот, деда, я заканчиваю, значит, ну, 9, кажется, класс, и у меня нет троек. Он говорит, ну, хорошо, тогда я тебе куплю велосипед. И пошли вот в «Прогресс» и купили там этот велосипед. Сдержал слово. Да. А так он привозил, бывало, мне, значит, из Москвы, допустим, привозит такой пластмассовый, я помню, еще была у меня такая сувенир, царь-пушка, да, на ней написано 50 копеек там, да. Вот. Или книгу он мне подарил один раз, я ее прочитал, Василий Теркин. Да. Так что, ну вот, они жили очень скромно, вот, работали
на благо своей республики, для своего народа, делали все, что могли до последнего дня. Вот это вот как бы является вот этот завет, наверное, и для меня, и для вот молодого поколения, не только от моего деда, а от того поколения вообще. Вы один из тех людей, который продолжает род Моргиновых. У вас двое детей, сейчас они студенты, насколько мне известно. Да? Что вы им даете? Как вы их воспитываете сейчас? Поколение другое. Ну, во-первых, нужно детей воспитывать в любви. Вот. Конечно, нужно уделять больше внимания детям, что не всегда удается. Я себя за это корю. Вот. Ну, нужно воспитывать их быть, конечно же, ну, честными, порядочными людьми. Вот. И ну, не лениться. Вот. Предпринимать усилия для того, чтобы чего-то достигнуть. Понятно, что, как и дед говорил, и как и мама говорила, значит, без труда не вытянешь рыбку из пруда. Но вот такие общие вещи. Вот примерно то же самое и мы транслировали своим детям. Вот. И сейчас они учатся, дочь учится в Петербурге, заканчивает финансовую академию при правительстве Российской Федерации, бизнес-информатик. А сын вот в прошлом году поступил в Москве в колледж предпринимательства на программирование. Вот. Ну, они сами идут, в общем-то, своей дорогой. Мы ну, стараемся им как бы способствовать. Ничего сильно не запрещаем в плане выбора. Вот. Раз уж они... Вот, мне кажется, что человек должен сам, в общем-то, выбрать себе путь. Когда ему сложно, тогда мы вот что-то подсказываем, направляем. Вот. Ну, они вот как-то сами. Каждый человек приходит в эту жизнь со своей миссией. Как вы думаете, в чем ваша миссия? Ну, миссия, я думаю, что у каждого труженика, да, есть миссия. Ну, на данный момент это вот как бы исторический парк «Россия. Моя история». Это такой комплекс, который должен приносить пользу. Вот. И моя миссия вот на данный момент, да, чтобы он действительно нес ту миссию, которая на него возложена, максимально эффективно. Вот. Поэтому мы, исходя из наших возможностей, все делаем всем этим коллективом, ну и я, соответственно, для того, чтобы чтобы исторический парк был интересный, чтобы он предлагал разнообразные форматы общения с публикой, вот, чтобы вот та роль, которая на него возложена в плане мировоззренческой, да, вот, чтобы, ну, наше подрастающее поколение ощущало себя частью своей страны, частью своей республики, важной частью, да, и стремилось что-то внести в это развитие своей страны, своей республики, вот, свое творчество, энергию. Вот ради этого, наверное, вот, и это все сделано, и ради этого мы должны максимально эффективно работать. Вы также совмещаете и то, что являетесь директором Русского географического сообщества в Республике Саха-Якутия. И какие проекты сейчас ведете? Как идет работа в этом направлении, в этой сфере? Да, я являюсь исполнительным директором отделения Русского географического общества в республике. Это понятно, что это организация с очень большой историей. Мы отделение большой организации, президентом которой является Сергей Кужугетович Шойгу, председателем попечительского совета Владимир Владимирович Путин. Вот, в 2018 году он вручил нам медаль за активность в реализации экспедиционных экологических молодежных проектов, чему мы очень рады. Это очень большая оценка. А вот в прошлом году, в конце года, мы провели общее собрание членов нашего отделения и получили результаты оценки нашей деятельности. Оказалось, что мы по сводному параметру нашей работы занимаем 4-е место в России. Да. То есть у нас порядка 400 членов, есть отделение в улусах.
вот, которым мы, конечно же, помогаем. Ну, это и школьные проекты, это и экспедиционные проекты, это, значит, издательские проекты. Вот сейчас, допустим, только что мы издали книгу, называется «Тайны якутских фамилий». Да? Вот, Интересно. да, к нам обратился известный историк-писатель, краевед Вахрин Сергей Иванович из Камчатки. Он изучает, значит, ну, продвижение, скажем, казаков. Вот, Якутск был форпостом, да, вот, получается, освоение всех, ну, дальнейших территорий, продвижения. И вот по этим, вот эти фамилии, которые дошли до Камчатки, они, по сути-то, они все отсюда. И вот, ну, сначала они сюда пришли, и вот проследить вот этот путь, да, и там порядка вот 500 фамилий в этой книге. И это первый том, вот мы издали, да, сейчас с помощью спонсоров. И, допустим, сейчас готовим книгу об истории нашего отделения, которая тоже имеет большую историю, уже более 100 лет, 101 год будет вот в августе нашему отделению. Вот. А экспедиции, ну, экспедиции вы, наверное, на слух слышите? Конечно. Это на остров Беннетта, Да, вот, да, буквально значит, наши недавно. коллеги Находкин Николай Александрович, вот. Презентовали фильм, по-моему. Да, фильм презентовали «Остров туманов». Вот. Потом у нас были такие проекты, как «Плавучий университет на реке Лена». Вот в этом году у нас будет смена, называется «Заповедное дело» на Ленских столбах, куда приедут молодежь из разных регионов России. Да, это тоже в какой-то мере, ну, такой карт-бланш, да, вот, для нас и доверие. Потому что, ну, сами понимаете, просто кому-то не доверят собрать молодежь по линии Русского географического общества у нас. Потому что мы уже ряд лет выигрываем проекты, которые называются молодежная научная школа на Ленских столбах, вот, в Хангаласском районе. Вот. И сейчас, вот, допустим, один наш активный член из Мирного, он путешествует с крайней южной точки, в одиночное путешествие по рекам Якутии до крайней северной точки, мыс Пакса, который находится там в Анабарском районе. И он идет очень таким сложным маршрутом. Не просто он спускается там по Учуру, по Алдану, по Лене и в Тикси, да, а он идет совершенно вот таким очень сложным маршрутом. 5600 километров он идет один. Вот. И вот сейчас он мне написал, что с метеостанции на Учуре он там сейчас. Вот. Он Так что... докладывает свой маршрут? Ну, в смысле, каждый раз да, появляется? конечно, у нас есть вот это вот... Нигде не отчитывается, там, возможно, там блог ведет? Да, есть у нас это в телеграм-канал он ведет. Вот, поэтому, ну, наше отделение, оно основано, это общественная организация. Общественная организация, оно основывается на инициативе членов. Да? То есть мы поддерживаем. Вот инициативных людей вот со своими проектами мы поддерживаем. Ну, конечно, у нас есть свои тоже проекты, которые мы обсуждаем нашим советом и реализуем. И, собственно, у нас председателем попечительского совета в республике является глава республики, за что мы ему очень благодарны, потому что, вы сами понимаете, не каждая общественная организация может вот похвастать тем, что вот ее поддержит глава республики и, соответственно, попечители. Да? Вот. Но это организация такая, с историей. Поэтому, вот видите как. Дмитрий Иванович, вы так увлеченно рассказываете и о своей основной деятельности, и второй деятельности, да, в географическом обществе. У вас есть хобби, или же все-таки ваше хобби – это и есть ваша работа? Вы знаете, иногда, мне кажется, это так. Вот. Хобби у меня довольно стандартные. Я, как любой якутский мужчина, я люблю рыбачить, охотиться, значит, по лесу ходить, все такое. Я вот сейчас приехал с охоты, значит, ну, сами понимаете, это просто вот без этого, ну, как-то трудно. Вот ты ждешь весны, да, и вот Николин день, это все как-то вот заведено, уже традиция, да, вот. Ну, сейчас пока не сварил, к сожалению, уток, да, ну, вот в ближайшие дни. Вот, поэтому, ну, вот путешествие, да, природа, вот это вот, конечно, это мое такое хобби. А так были и собирательства, ну, в детстве там филателия, там монеты, марки. Все там, было. Все было. Ага. Вот. Фотография. Вот. Я раньше хорошо этим занимался, но сейчас как-то вот уже особо времени нет. Вот так вот. Ну, наверное, новые технологии помешали, поскольку все в гаджете. Раньше ну, какой-то процесс увлекательный был. Фотографировать, проявлять. Да, есть такое. Согласен с вами. Дмитрий Иванович, спасибо большое за интервью, за вашу историю.
о вашей семье, о вашем сегодняшнем настоящем, да, о ваших целях, о ваших мыслях. Желаем, чтобы вы действительно нашли ту самую цель, которая заряжает вас, дает вам мощнейшую энергию на реализацию, да, не только вот, общественных каких-то проектов, да, где вы реализовываетесь и очень хорошо показываете, работаете, но и что-то действительно личное, да, что действительно будет вас питать, вдохновлять и делать эту жизнь прекрасной. Спасибо большое. Будем стараться.